Ассаламу алейкум, добрый день, гутен так. Сегодня 7 апреля 2020 года. Меня зовут Аслан Арцуев, я правозащитник. Я хотел сегодня сделать обращение по поводу инцидента, спецоперации, которая сейчас начинается очередной раз против чеченцев, проживающих как в Германии, так и в Европе в целом. Есть такая девушка, ее зовут Елена Кнор. Она сделала обращение очень оскорбительной формы против мусульман, кавказцев, оскорбляла пророка Мухаммеда, мир ему. Но по этому поводу мы сразу же написали заявление. Наша организация «Мир и права человека», немецкое отделение, подала заявление от лица нашего сотрудника, и на этом вроде бы вопрос исчерпан. Но вот сегодня появилось новое сообщение. Два одинаковых сообщения. Одно на русском, специально, чтобы можно было перевести, и Елена Кнор, и немцы, правоохранители в Германии поняли, о чем речь. Одно на русском и другое на чеченском языке. Оба идентичны, два разных человека по голосу. Сообщают, что Елене Кнор нужно одинаковое наказание сделать, то есть отрезать язык и выколоть глаза. Это не первый раз, когда такие провокации против чеченцев здесь в Европе и в Германии в частности происходят. И у нас есть информация, достоверная информация, что это идет от российских спецслужб, которые находятся на сегодняшний день во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Далее, что хотел бы сказать по поводу Елены Кнор. Елена Кнор, которая оскорбляет мусульман и чеченцев, кавказцев, ранее мне писала, и я уже подавал на нее заявление, и в связи с этим в Фейсбуке ее больше нет. И она сейчас другими соцсетями пользуется, как мне известно. Ну и она меня оскорбляла, называла меня врагом чеченцев, врагом кадыровцев, что вот Кадыров она все расскажет, и там Кадыров меня накажет, и так далее, и так далее. Также, что я предал мусульман, что я, Кадырова, мусульман и так далее. Теперь же она всех мусульман уже ругает. Из чего я делаю вывод, что она действует по заданию, она действует там по четко спланированному плану. И вот по этому поводу я бы хотел бы предупредить, во-первых, правоохранительные органы Германии, что вот эти сообщения, которые распространяются с угрозами Елены Кнор, делаются для того, чтобы опорочить мусульман, чеченцев, которые проживают здесь в Германии и в Европе, и вывести из-под удара Елену Кнор от уголовной ответственности, так как она грубо нарушила Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. Всем чеченцам, которые распространят эти аудиосообщения, прошу быть бдительными, не распространять эти сообщения, потому что вы можете сами попасть под уголовную ответственность за призывы к нанесению как минимум тяжкого вреда здоровью Елены Кнор, которого на самом деле, по нашим данным, и это не первый случай, ранее были такие же сообщения, что здесь нужно убивать женщин там, и так далее. И мне приходилось доказывать здесь в полиции, что это провокация против нас, что и так далее. Что я хочу этим сказать? Прошу не поддаваться провокациям. Елену Кнор, на нее подано заявление на Елену Кнор. Ею занимаются правоохранительные органы Германии в соответствии с законом. Поэтому не надо распространять эти сообщения с угрозами и не пишите нигде угрозы, уважаемые чеченцы. И не чеченцы тоже. Пожалуйста, не пишите эти угрозы этой Елены Кнор. Ее накажут в соответствии с Уголовным кодексом, как положено, правоохранительные органы Германии. Прошу распространить это видео, не поддаваться на провокации. Уважаемые чеченцы, обращаюсь к вам еще раз.
Если вы считаете, что война против нас закончена, то вы ошибаетесь. Нет, война не закончена. Против нас будут и ведутся, и будут дальше продолжаться вестись провокации против нас, для дискредитации нас, для опорочивания нас, чтобы нас считали недоговороспособными, токсичными. Пожалуйста, соблюдайте законодательство страны проживания и, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации. Ассалам алейкум. Всего доброго. До свидания.